Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Камши-Укшара. Здравствуйте. А сейчас коротко о главных темах. Как в Абхазии собирают голубику и возрождают мандариновые сады. Подводим итоги рабочей поездки представителей Минсельхоза по регионам. В селе Мачара готовится уникальная выставка, которая понравится и взрослым, и детям. О деталях подготовки в материале наших корреспондентов. В Общественной палате обсудили сотрудничество с представителями Белгородской области в сфере бизнеса и образования. В Женеве завершился 67-й раунд дискуссий по безопасности в Закавказье. В составе абхазской делегации, которую возглавил министр иностранных дел Олег Барцыц, были замминистра Одиссей Бигвава, сотрудники ведомства Лаша Авицба, Артур Гагуля, Астанда Патарая, сотрудник посольства Абхазии в России Кан Таня. Дискуссии закончились вечером 1 июля. Сразу после переговоров мы связались с Олегом Барцыц, и он рассказал, как прошел очередной раунд и удалось ли добиться прогресса в обсуждении важных для Абхазии вопросов. Абхазская сторона не допускает альтернативы мирному, конструктивному разрешению всех существующих между нашими странами вопросов. Этот подход мы считаем совершенно оправданным. Он базируется на нашей историко-правовой базе и на сложившихся реалиях. Как известно, уже длительное время сложился определенный статус-кво в регионе Южного Кавказа, и с этим мы призываем считаться всех участников женевских дискуссий. Разумеется, позиция наших оппонентов, Республики Грузия, как всегда, отличалась отходом от сложившихся историко-правовых, юридических и, что самое важное, политических реалий. Республика Грузия продолжает утверждать о том, что Абхазия находится под оккупацией со стороны Российской Федерации и тем самым делает невозможным дальнейшее продвижение и прогресс в достижении самой главной нашей цели – заключения соглашения о неприменении военной силы. Мы же ставим вопрос абсолютно логично и аргументированно. Республика Абхазия, Республика Южная Осетия – это два суверенных независимых государства, которые соседствуют с Республикой Грузия. С этими реалиями придется считаться всем. Точно такую же позицию занимают и наши партнеры, Российская Федерация. Помимо основного вопроса обсуждались еще и другие вопросы, которые представляют очень серьезный интерес для нас, для абхазской стороны. Это вопросы внешней мобильности, вопросы документов, которые позволили бы гражданам Республики Абхазия перемещаться по миру, реализовывать свои абсолютно законные и важные права, свободы на передвижение, на определенные комфортные действия, которые каждый гражданин Абхазии имеет право реализовывать. Но, к сожалению, позиция Грузии не отличается конструктивизмом. С упорством из раунда в раунд Республика Грузия пытается игнорировать сложившееся положение в регионе. Конечно, мы доносим до сведения сопредседателей нашу логику, и она базируется и на реалиях, и на тех правовых исторических документах, которыми мы обладаем. Такая позиция, конечно, в нашем представлении, в представлении наших партнеров, и эта мысль, я уверен, все больше и больше способна укорениться в общественном сознании, в том числе и среди сопредседателей женевских дискуссий, членов их команд, которые приезжают в Абхазию, которые видят реальное положение дел, видят то, что Абхазия сложилась как государство, она полностью контролирует свои территории, она создает общественные и политические институты. И вот на этом принципе, на таких подходах и стоит базироваться. Назначенный чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия Вячеслав Гладков вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Абхазии Ираклию Тужба. После церемонии вручения грамот стороны обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений.
Рады вас приветствовать. Спасибо большое. Уважаемый Вячеслав Владимирович, мы рады приветствовать вас в столице нашей Родины, Республики Абхазия, в городе Сухум. Как известно, 26 июня этого года президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ о вашем назначении чрезвычайным полномочным послом Российской Федерации в Республике Абхазия. И вот спустя буквально несколько дней сегодня в Министерстве иностранных дел проходит официальная церемония вручения копий верительных грамот. Я хотел бы, пользуясь этой приятной возможностью, от лица всего коллектива Министерства иностранных дел и от себя лично, прежде всего поздравить вас с этим, с назначением и вступлением в должность, и пожелать вам всяческих успехов на этой ответственной работе. В Абхазии высоко ценят тот уровень дружеских и братских взаимоотношений, которые сложились между нашими странами и народами. Наши взаимоотношения находятся в наивысшей точке межгосударственного сотрудничества и характеризуются стратегическим союзом. У нас продолжает расширяться и укрепляться нормативно-правовая база. За прошедшие годы между нашими странами было подписано более 250 соглашений в различной сфере. Это и межгосударственные соглашения, и соглашения на уровне правительств, министерств и ведомств, а также, безусловно, с регионами Российской Федерации. Во многом благодаря той помощи и поддержке, которую нам продолжает оказывать Российская Федерация, нам удается успешно решать многочисленные вопросы, в первую очередь связанные с обеспечением безопасности и стабильности нашей республики, а также вопросы социально-экономического характера и улучшения качества жизни наших граждан. Уважаемый Вячеслав Владимирович, я хотел бы также отметить, что новость о вашем назначении в качестве посла России в Абхазии была воспринята в Абхазии с большим интересом и энтузиазмом. Учитывая ваш богатый опыт административной, управленческой работы на достаточно высоких должностях в Российской Федерации, мы уверены, что благодаря этому нам удастся оперативно решать все стоящие перед нами задачи, и это придаст дополнительный импульс нашим двусторонним отношениям. Для меня, безусловно, большая честь прибыть в Республику Абхазия. Есть поручение президента возглавить посольство. И, конечно же, я благодарен судьбе, что такая честь, повторюсь, для меня выпала. Надеюсь, что наша совместная работа будет на благо двух наших братских народов, абхазского и русского. И впереди у нас только победы, которых ждут наши народы. Сотрудничество в сфере бизнеса и образования обсудили члены Общественной палаты с представителями высших учебных заведений Белгородской области. В частности, речь шла о поддержке предпринимательства и воспитании квалифицированных кадров по отраслям. А все подробности в следующем материале. Диалог в Общественной палате между ее представителями и делегатами из Белгородской области, которую представлял Сергей Глаголев, ректор Белгородского государственного технологического университета имени Шухова, прошел конструктивно. Проговорили дальнейшие пути сотрудничества. Мы знаем, что в Белгородском университете очень много и обучались, и заканчивали, и сейчас обучаются учащиеся из Абхазии. А также были нам сделаны предложения в малом, среднем бизнесе, как поднять производство, которое у нас со дня окончания войны в некоторых таких областях не очень задействованы. То есть много вопросов, которые поднималась сегодня в Общественной палате. Гули Кичбак подчеркнула плодотворность мероприятия и дальнейшего тесного взаимодействия не только с Белгородской областью, но и с другими субъектами России, которые хотят сотрудничать с нашей страной. Обсуждались вопросы взаимодействия БГТУ с госструктурами, образованием и бизнесом Абхазии. Во время встречи участники узнали о возможностях университета и потребностях Абхазии. Сергей Глаголев отметил, что именно в этом диалоге рождается взаимное сближение, понимание, решение актуальных задач. У нас вообще-то уже
уже давние связи с Республикой Абхазия, поэтому у нас есть уже опыт взаимодействия как с образовательными учреждениями республики, так и с бизнесом республики. Но здесь открылись возможности еще взаимодействия, прерванных с Государственным Абхазским университетом, и чувствуется, что потребность есть в возобновлении этих связей. Тот кадровый голод, который имеется в республике, его, конечно же, нужно утолять и искать возможность для того, чтобы выпускники получали высшее образование, среднепрофессиональное образование, и, что немаловажно, они возвращались обратно в Республику Абхазия для того, чтобы восстанавливать определенные области, для того, чтобы решать поставленные задачи. Александр Трошин, директор Института экономики и менеджмента, отметил, что вопросы, затронутые на мероприятии – государство, бизнес, образование – не новые, а изучены давно. Члены УП во время встречи задавали множество вопросов делегатам. Среди них сельское хозяйство, предпринимательство и другие. Первое, к чему мы пришли, это малый и средний бизнес. Существует необходимость взаимодействия малого и среднего бизнеса с образовательными структурами. В рамках реализации практических проектов экономической оценки инвестиций, возможно, рынка, возможно, полного цикла, неполного, то есть потребность во взаимодействии есть. Второй вопрос – это был жилищный фонд и коммунальная инфраструктура. Сегодня не раз заявляла, что в Абхазии жилищный фонд и коммунальная инфраструктура нуждается в своей оценке, то есть составлении каких-то мониторинга, программ реализации, то есть улучшения качества. А для этого нужны специалисты, не те, которые были раньше. И вопросы управления, и вопросы технические, как сегодня сказали, среднее специальное образование тоже должно быть. Но должен соблюдаться паритет. В завершении мероприятия делегатам из Белгорода были преподнесены памятные подарки. Айлита Арутюнян, Давид Хашик, Абхазское телевидение. Вице-премьер Вараздат Минасян и министр сельского хозяйства Беслан Перцхели посетили с инспекцией Ткорчалский и Галский районы, где ознакомились с реализацией проектов, которым была оказана помощь в рамках программы развития сельского хозяйства. В рабочей поездке инспекцию сопровождала и наша съемочная группа. Репортаж Налы Чхинджери. Да, руками можете кушать вообще без проблем. Вот этот мелкий тоже берете, получается, да, любой. Говорят, самая вкусная и сладкая голубика – это та, которую сорвали прямо с ветки. Между горами и морем компания «Органик Агро» под руководством Лёсика Авизба в Галском районе уже 4-й год подряд успешно выращивает синие, как небо, ягоды голубики. Сейчас идет активный сбор урожая. В процессе задействованы около 200 человек. За ручной сбор компания выплачивает в день по 2000 рублей. Главное в заготовке голубики – снимать урожай в одно касание, чтобы случайно не помять другие ягоды. В этом году ожидаем около 200 тонн голубики из-за того, что был град в мае. Ожидали вообще 250, но думаем, что в этом сезоне соберем 200 тонн. В дальнейшем, если вы заметите, у нас техника тоже работает, хотим расширяться 40 тонн. Работы уже ведутся. Как погода даст, будем уже вспашку проводить. У нас 74 тысячи саженцев, засажено 25 гектаров, а общая площадь там с холодильником, считая, 30 гектаров. Инспекция министра сельского хозяйства Беслана Перцхелия и вице-премьера Вараздата Минасяна продолжилась на территории бывшего совхоза Кахора, где возрождают мандариновые сады. Предприниматель София Бигвава решила привести в порядок некогда подцветавший участок и высадить здесь саженцы мандарина. На данный момент 14 тысяч корней обработано. Восстановлены старые деревья мандарина. Также создан собственный питомник. Специалист по правовым вопросам Лаша Цаава рассказал, что в прошлом году сгорел калибровочный цех, который пытаются восстановить на современном уровне.
есть поддержка руководства страны, есть поддержка Министерства сельского хозяйства, не только сейчас, постоянно. То есть приезжают, видят эти масштабы, и сегодня тоже мы чувствуем, что Минсельхоз значит, рядом стоит. По результатам переговоров, значит, в ближайшее время будет здесь освоена новая технология, вот как роботы сегодня, сельхозроботы, которые будут помогать очищать новые территории. Специалисты приезжали, будет сейчас программное обеспечение специально адаптировано к Абхазии, будет готовиться. Это тоже новый интересный опыт, который будет полезен не только для совхоза, но и вообще для всей Абхазии. Беслан Персхелья и Вараздат Минасян также заехали к крестьянам в село Галхуч, которым в 23 и 24 годах были переданы мини-трактора по госпрограмме развития сельского хозяйства. Гости поинтересовались успехами и занятостью сельчан. Кукурузу делаете, а фрукты имеете? Да? Фрукты. Вы только для кукурузы? Да. В общем, пахать вы, я как понял, не можете, вы просто барановать, вторая вспашка. Да, потом мы делаем каналы, там, шоссе и так далее. А на вилле Элана в Ткварчалском районе предприниматель Хелана Джопуа занимается ягодными и цитрусовыми насаждениями. Сельским хозяйством она интересуется с 2019 года. Сегодня у нее на территории произрастают разные виды культур, даже есть авокадо. Но чтобы за ними ухаживать, ей не хватает малой спецтехники. Площадь составляет более 200 гектаров. В 2019 году мы посадили 11 тысяч корней голубики на 8 гектарах. Но так как мы первопроходцы, были допущены некоторые агротехнические мероприятия, которые так получилось, что мы 11 тысяч корней в этом году удалили и сажаем новые. Но единственный плюс, что мои коллеги, которые далее сажают, они не допускают тех ошибок, которые мы допускаем, потому что есть уже некоторый опыт. Хотелось бы, конечно, сельское хозяйство без науки, оно не может существовать, это очень сложно. И хотелось бы, конечно, чтобы государство нам организовало науку. То есть это лаборатории. Впереди должна идти наука, а потом все остальное. Уже пробуем 2 года подряд новые селекции японских, китайских мандарин. Чувствуют они себя прекрасно. Министр сельского хозяйства Беслан Персхелья дал оценку увиденному и подвел итоги инспекции в Галском и Ткварчалском районах. Действительно, работы ведутся в полном масштабе. Сбор голубики продолжается. Особенно находится сегодня в самом таком разгаре. Вот. Посетили объект «София». Вот, увидели посадки мандаринов. На самом деле очень много работ произведено. Мы были очень довольно удивлены. Хотелось бы отметить и труд районных администраций. В частности, Гальская администрация особую поддержку оказывает этим предпринимателям. Они очень благодарны им. Нам тоже это было очень приятно. Объекты находятся вдали от города, но несмотря на все это, им оказывается поддержка, в том числе и с дорогой, ремонтом дорог и так далее. Также посетили мы сельхозобъект Вилла Элана. Мы убедились в том, что здесь действительно ведутся очень серьезные масштабные работы, в том числе и они очистили территорию. Это очень, очень важно для нас. Введение новых земель в севооборот. Вот. Культуры голубики и культура мандарин. Инспекция продолжится и в других районах Абхазии. Нала Чхиндерия, Алхаз Псардия, Ахрамичба, Абхазское телевидение. Усилению мер безопасности ко дню города замминистра МВД Беслан Чкадуа провел профильное совещание. Особое внимание было уделено организации охраны общественного порядка в местах массового скопления людей с 1 по 5 июля. К нам прибудет много людей, много граждан выйдет на улицу. Нужно максимально обеспечить безопасность столицы, отметил замминистра. А в ходе совещания были рассмотрены планы развертывания сил и средств правоохранительных органов, проработанные схемы патрулирования центральных улиц и площадок проведения мероприятий, а также алгоритмы взаимодействия между подразделениями МВД и смежными службами. Руководителям профильных направлений даны конкретные поручения по мониторингу оперативной обстановки и оперативному реагированию на возможные инциденты.
Международный аэропорт Сухум имени Ардзинба принял первый регулярный рейс из Екатеринбурга. Самолет, прибывший из аэропорта Кольцова, встретили по авиационной традиции водной аркой. Генеральный директор аэропорта Сухум Руслан Блиндюк отметил, что аэропорт – это не только воздушная гавань столицы Урала, но и один из крупнейших авиахабов России, открывающий широкие возможности для дальнейших авиаперелетов по стране и за рубеж. Блиндюк добавил, что прямое сообщение с таким узлом существенно расширяет транспортную доступность Абхазии для пассажиров из разных регионов. Аэропорт Сухум также принял первый регулярный рейс из Московского аэропорта Домодедово. Теперь из Сухума выполняются рейсы во все три крупнейших аэропорта Москвы – Внуково, Шереметьево и Домодедово. АЖД и университет имени Шухова заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны планируют сотрудничать в организации учебной, научно-исследовательской и производственной деятельности. Особое внимание будет уделено развитию практикоориентированного обучения и реализации совместных образовательных и научных проектов. Студенты могут проходить производственную и преддипломную практику на базе РУП «Абхазская железная дорога», а также участвовать в профориентационных мероприятиях, семинарах, конференциях и круглых столах с участием специалистов предприятия и преподавателей университета. Сотрудничество также предполагает обмен опытом, содействие подготовке востребованных специалистов для железнодорожной отрасли. На сегодняшний день уже 4 выпускника абхазских школ прошли собеседование и готовятся к поступлению в вуз. Республиканское унитарное предприятие «Абхазская железная дорога» заключило договор о сотрудничестве с Государственным университетом, Белгородским университетом. Цель этого договора является то, что мы будем направлять отсюда молодых людей на обучение в университет, на повышение, а также на повышение квалификации. Сейчас буквально в эти минуты проходят собеседования с ректорами этого вуза, с нашими абитуриентами. У нас на сегодняшний день 4 молодых людей, которые хотят получить образование именно железнодорожное. Мы со своей стороны уже год как проводим такую программу по школам, по колледжам, где мы привлекаем людей, заинтересовываем людей в получении нашей профессии. Находимся по приглашению Министерства образования республики и взаимодействуем со школами, со школой-интернатом. Ну и параллельно есть потребность подготовки специалистов, железнодорожников. Мы подписали договор о подготовке специалистов и взаимодействию. Дополнительное образование, основное образование и оказание помощи в обучении специалистов, работающих здесь на специальной технике, беспилотные транспортные средства. В селе Мачара идет подготовка к первой выставке голубей в Абхазии, приуроченной ко дню города Сухум. Посетители выставки смогут увидеть 30 пород голубей, всего около 70 птиц. Кроме того, здесь готовят экспозицию картин, керамических изделий и скульптуры. Аэлита Арутюнян расскажет подробности. Природа и ее творения веками вдохновляли людей. Их запечатлевали в камне, в дереве и, конечно же, на холсте. А героями будущей выставки, приуроченной ко дню города в Сухуме, станут голуби. Кстати, помимо обычных картин, в выставке будут участвовать и живые голуби. Маленькое природное королевство, где мирно сосуществуют многие птицы – гуси, куры, утки и другие. Кстати, здесь обитают и кошки с собаками. На сегодня главные герои – голуби. Организатор выставки, художник-дизайнер Ольга Зелинская, рассказала, что она и ее предвоенный курс, учившиеся в Сухумском художественном училище, хотели организовать что-то универсальное для всех, чтобы вспомнить о беззаботном времени до Отечественной войны народа Абхазии. На курсе учился и Ролан Ганге, директор клуба голубеводов Абхазии. Я ему написала в дар 13 работ. Да.
который останется у него в фонде. И кинула клич других художников. Люди Абхазии знают, что такое война, и очень хочется, чтобы мы не знали больше этого слова и не слышали его в своем лексиконе. Мы его упоминаем в прошедшем времени, и поэтому желаем мира. Вот, голубь – это символ мира. Участников более 25 из Абхазии и России. Среди работ встречаются и голуби, породы которых уже вымерли. Ольга Зелинская рассказала, что каждый из однокурсников внесет свою лепту в организацию выставки. К примеру, будет представлен торт, сделанный одногруппницей-кондитером. Экспозиция создается в памяти в честь их педагога Валентины Хурхумау. Мы хотим, чтобы она стала ежегодной вообще. Потому что были авторы, которые просто не успевали за 2 месяца, даже заграничные. У меня подруга из Германии. Нам хочется, чтобы подтянулись. Очень много было желающих, но просто вопрос времени. Помимо картин в разных техниках будут представлены керамические изделия, скульптура. Тематика остается неизменной – голуби. А амбассадором выставки станет абхазская гривастая порода, выведенная Роладом Гамге к 30-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии. Эта порода уже несколько раз брала призовые места в Москве. Абхазская хорошая порода получилась. У нас многие желания имеют. С Еревана названивают, с Казани. Хотят нашу породу запустить. Но мы пока эту породу никому не даем. За них и денег хороших платят, но отказываемся, потому что мы их хотим размножить. Чтобы больше голубей стало именно абхазской породой. Гривастых голубей держат еще и в Воронеже. Если вдруг в Абхазии порода исчезнет. Такие меры предпринимаются, чтобы сохранить породу. По словам Гамги, они стремятся распространить гривастых голубей по всей Абхазии, чтобы они приспособились к естественным условиям обитания. Данная порода имеет свои стандарты и сертификат о государственной регистрации. В самой выставке также будут участвовать около 35 пород голубей. Мы приобрели клетки, новые клетки к выставке, подготовили голубей на сегодняшний день. Мы вакцину сделали, пропоили, как нам полагается, чтобы они к выставке готовы были. Помимо этого, пишут картины художники. Уже больше месяца художники, как наши, так и зарубежные художники пишут картины. Голуби к нам прилетают на выставку, привезут из Турции, приехали, с Тамбова голуби здесь у нас, с Москвы. Ну, со всех концов, помимо того, что у меня есть, к выставке друзья еще нам подарили много голубей. Также на выставке будет представлена икона, созданная к 30-летию Дня Победы иконописцем из Тамбова Михаилом Никольским, где впервые изображена абхазская порода голубей. 12 голубей обрамляют икону с посланием в клюве будущим поколениям. Эта икона висит на сегодняшний день в нашем храме. Эту икону мы тоже на День города принесем. На выставке она будет присутствовать. Одна икона в Тамбове хранится, одна икона в нашем храме. И вот он сейчас едет тоже с картинами, будет участие принимать на нашей выставке. И потом, Бог даст, хотим мы эти картины сделать типа аукциона, продать и фонд, благотворительный фонд нуждающим детям все эти деньги до копейки туда внести. На выставке 5 июля, приуроченной ко дню города Сухум, будет представлена и бакинская порода голубей. Около 200 особей. В конце выставки любой желающий сможет взять их в руки и выпустить. Айлита Арутюнян, Заурлиев, Абхазское телевидение. 5 июля в Сухуми пройдет концерт «Симфония любви к Сухуму» в рамках Сухумского арт-фестиваля, приуроченного ко дню города Сухум. В программе классическая, органная и хоровая музыка в исполнении Государственной хоровой капеллы и лауреата международных конкурсов Валерия Барганджия. Мероприятие реализуется в рамках проекта «Созидатели Абхазии» при поддержке Фонда президентских грантов в России. Концерт пройдет в парке Шинкуба. Начало в 18:30. И в конце выпуска информация о погоде. По сообщению синоптиков, 2 июля в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 17-22, днем плюс 26-31, температура морской воды плюс 25 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До встречи в эфире.